Доброе Здравствуйте, Венера, рада вас видеть. Итак, подводим итоги уходящего года. Какие они были знаковые моменты этого года, произошедшие в деятельности татарского книжного издательства? Ну, прежде всего, это то количество книг, которые мы издали. В целом, в этом году увидели свет 129 номинований, это только номинания, это более 200 тысяч экземпляров книг. Действительно, большое разнообразие, и поэтому еще одно из знаковых наших направлений – это участие в книжных выставках. Да. География в этом году очень такая масштабная. Трижды мы были в Москве, наши, в том числе, книги были представлены на выставках в Уфе, в Ярославле, в Севастополе, в Пензе. В общем-то, сами чувствуете, да, география? Конечно, Челябинск, в том числе. да? Да, и, конечно же, районы республики с выездными выставками мы тоже. Также мы сосредоточились на работе по расширению географии наших книг в представлении в интернет-площадках, потому что это очень важное направление. Конечно. У нас увеличились в этом году партнеры, где представлены наши книги. Тем самым мы также расширили значительно географию продвижения творчества татарских поэтов и писателей. Ну вот вы сказали, что очень много книг выпустили, а какие бы отдельно выделили сегодня? В целом, конечно, я всегда говорю, что цифры такие, да, но приходится приносить все самое. Но все равно всегда мы с большим удовольствием рассматриваем те книги, которые вы нам приносите. Да, безусловно. Поэтому и в этот раз сказала 129 номинований. Здесь буквально несколько номинований, но это те, которые мы еще не показывали у вас в эфире, поэтому остановлюсь отдельно. Было издано легендарное произведение историческое Нурихана Фатаха «Свистящие стрелы». Сама картинка рассказывает и показывает уже, что здесь, конечно, об истории, скажем, непростых времен. И этот год юбилейный Нурихана Фатаха «Свистящие стрелы» уже не раз выходила, и опять снова увидела вот в такой вот обложке. Художник наш современный уже в новом формате оформил эту обложку, поэтому это один из таких легендарных романов. В том числе хотелось бы отметить, это книга, да, «Детский фольклор» на Кейсанбета. Чем интересна эта книга? Впервые она увидела свет в 1984 году, и она вновь была переиздана, и, кстати, по многочисленным просьбам читателей. Этот проект реализовался благодаря поддержке комиссии по языкам при Райсе Республики Татарстан. Надо сказать, что комиссия очень активно поддерживает издательские проекты, за что отдельная благодарность. И в этом году увидели еще другие книги при поддержке комиссии. Также были изданы книги победителей литературного конкурса, который проводила комиссия. Это те произведения, которые полюбились читательской аудитории. И эти авторы первое и второе место заняли. Это Зульфат Хаким, Равиль Сабыр и Фирдус Гемалдинов. Ой, прекрасно. Затем, если обратить внимание, сразу два тома из серии «Татарское народное творчество». Это сказки и дастаны. Это 25-томник. Здесь два тома. Есть еще тома, которые были выпущены в этом году. И в следующем году эту работу мы планируем продолжить. Вот запах свежевыпущенной книги, это же вообще... Да, и хотелось бы, вот сегодня у вас на кухне готовится рыбное блюдо. Да, вот я тоже. А вот, кстати, вот эта книга, она на сегодня единственная книга, выпущена в татарском книжном издательстве, ну и вообще, в принципе, в целом по этой тематике, которая посвящена рыболовству в Татарстане. Ну вот я как вот заядлый рыбак. Да. Мало того, что здесь действительно очень много об истории рыболовства, о местах, где можно рыбачить в Татарстане, и в то же время здесь опубликованы рецепты, которые можно в домашних условиях. Есть. Очень Так, надо вкусные, очень легкие. И эта книга, она на самом деле очень такая познавательная именно в этой теме. Фотографии, да, ой, как интересно. Хотелось бы еще остановиться на этом сборнике. Тоже он очень достаточно уникальный, Камилья Ильхам Киле. Здесь опубликованы произведения сразу 26 авторов современных. Здесь и рассказы, и повести, и пьесы, и разнообразие даже авторов по географии. Здесь тоже очень впечатляет. Здесь авторы из Турции есть, здесь авторы из Башкортостана есть, и, разумеется, из Татарстана. И остановлюсь на детских изданиях. Да, вот тут как раз это я возьму, да. Автор Алена Каримова, это наша казанская писательница, переводчик, уже многим известная. И это книга «Тайны Казанского двора». Здесь
здесь представлена история персонажей из татарской мифологии в таком приключенческом формате. Здесь шрифт такой удобный. И... А картинки какие красивые. Да, ну вот что касаемо Не, подожди. картинок, Ну, здесь да. вот хотела бы обратить внимание, это современный автор Йылдыз у нас выпустил книгу, и здесь, если обратить внимание, да, вот здесь вот не только читается, но еще и хочется вот прям каждую страницу смотреть, и ты как Ой, будто бы рассматривать. Ой, как красиво. даже вот как будто настоящий, да, котенок, как будто бы вот картинки все оживают практически на каждой Он на странице. тебя похож, смотри. Вот кто из них? Мышонок. Да, вот если вы увидите на каждой странице практически Яркие иллюстрации. яркие. Очень И хотелось бы замечательно. еще отметить книгу, которая Вот у нас Беренчи была. Рахмет. Первое спасибо, Баранчи Ахмед. Да, Беренчи Рахмет. Это тоже детская книга. Это детская, она уже вторая. Первая книга посвящена для возраста от 0 до 3, это от 3 до 5. Здесь у нас от классиков до современных авторов опубликованные произведения. И в том числе отдельным разделом идут игры для детей. Ой, слушайте, как замечательно. Вот прям продолжайте удивлять. Хорошо, год такой был насыщенный. Поделитесь своими целями, планами на год предстоящий. Какие проекты или инициативы планируете реализовать? Прежде всего, это, конечно же, не снижать темпы по изданию. Я надеюсь, еще и на следующий год мы порадуем вас интересными книгами, наших телезрителей. Не сомневаемся. А еще на следующий год у нас год юбилейный. Татарскому книжному издательству исполняется 105 лет Ого. со дня основания, да, в июле. Поэтому я думаю, что это тоже праздник будет не только для нас, но и для всех наших читателей. Мы обязательно порадуем новыми проектами. Ну, тем более, что в июле большое количество туристов всегда Да, бывает в Казани. да. Это такая возможность познакомить с татарской книжной культурой. Спасибо вам огромное. большое. С наступающим С Новым наступающим. годом. Всей вашей команде хотелось бы пожелать здоровья и чтобы вы нас также искрометно зажигали каждое утро. А дорогим телезрителям также, конечно же, здоровья, оставаться с нами и находить время для чтения. Ой,